Здравствуйте, уважаемый жюри. Меня зовут Петров Василий. Учусь в политехнической школе номер 2 в 8 классе. Тема работы называется «Бионический подход к техносферной деятельности на примере робота-очистителя вентиляционных систем». Руководители Лидия Прокопьевна и педагоги Контуриума Денис Алексеевич и Сардана Дмитриевна. Целью проекта является изучение бионического подхода науки в технических устройствах. Задачи – узнать, что изучает бионика на примере практических результатов. Создать и собрать прототип робота-очистителя. Гипотеза. Если создать и применить проект робота-очистителя, это поможет привести к широкому использованию в сфере ЖКХ. Актуальность. Состоит в том, что в вентиляции живут бактерии, вредные для здоровья. Поэтому очистка вентиляционных путей в жилых домах, больницах и в частности в учебных образовательных заведениях необходима. Бионика – это прикладная наука соединения биологии и техники. Различает биологическую, теоретическую и техническую бионику. Основные умения робота. Наиболее широкая бионика используется при конструкции роботов автоматических устройств. Сейчас изучаем и собираем информацию по созданию таких устройств. Наш робот должен наиболее близко повторять повадки животных. Например, первое – получать информацию о внешнем мире от датчиков. Второе – хорошо видеть в темноте. Третье – свободно передвигаться по поверхности. Четвертое – иметь всасывающий механизм с мешковиной. Пятое – надежный корпус. Шестое – работа щеток для уборки. Следуя этим умениям, мы все эти повадки увидели у нескольких животных. В итоге у нас получается гибрид, который имеет собирательные характеристики. Практическая часть. Рассмотрев вопросы бионики в проектировании новой техники, мы решили собрать робот-очиститель на основе принципов построения и функционирования живых организмов. Рассмотрели бионический подход к созданию робота. Гусечный механизм или конструкция похожа на лапки таракана. Принцип ориентации можно сравнить с локацией и навигацией некоторых видов рыб и животных. Камеры и фары – умение видеть в темноте, например, кошачьего глаза. Всасывающий механизм на примере морских животных или цикады. Фильтрующий механизм фильтрует грязные частицы, например, морских губок или китов. Сбор пыли в мешковине. Бионические руки с щетками. Для создания модели будут использованы следующие материалы: пропеллеры, моторы, аккумуляторы, камеры, приемники, Arduino Uno и Bluetooth контроллер HC06, драйвера, макетная плата, конденсатор по питанию Arduino, металлический корпус, колеса, провода, трубки, мешки, фар, гусеницы, передатчик, щетки. И более детально вы можете рассмотреть на таблице. На этом слайде видите 3D-модель нашего прототипа. На этом слайде показана схема подключения моторов и программа для управления, написанная мною на программе Arduino. На этом слайде можете видеть рекомендации по материалам и наш собранный прототип на этом этапе сборки. 3D-модель сделана на Cinema 4D. Заключение. Таким образом, значение биологии для человека играет большую роль в жизни и в создании новых технических конструкций. В этом большую роль играет наука бионика. Если мы создадим робот-очиститель вентиляционных систем, то мы достигнем цели в плане укрепления здоровья, так как именно в вентиляционных шахтах годами копится грязная пыль, а это бактерии, вызывающие многие болезни дыхательных путей. Особенно такие роботы нужны в дошкольных и средних образовательных учреждениях, ведь будущая нация должна быть здоровой. На данный момент прототип совершенствуется. Написан код для ходовой части и для усиления мотора для щеток. Вес нашего робота должен не превышать 8 кг. Должен быть маневренный и автоматизированном управлении. Природа как эталон – это и есть бионика. Спасибо за внимание.